Всем прывітанне, гэта прамы эфір Еўрарадыё. Для вас працуе ў студыі Міхась Сельін. Адразу бы хацеў бы нагадаць, што нас можна не толькі слухаць, але і глядзець у такіх сацыяльных сетках, як ВКонтакце, Фейсбук, Аднакласнікі і на сервісе ў Ютубе. Калі вы нас глядзіце ў Ютубе, то проста зараз цісніце лайк, цісніце на званочак, каб не прапускаць усе нашыя новыя відэа. Давайте я прадстаўлю нашых гасцей. Сёння мне будзе дапамагаць мой сувядоўца, гэта Роман Годун, журналіст нашага сяброўскай рэдакцыі газеты «Беларусы і рынак». А ў гасцях у нас сёння Дарына Рэут, студэнтка з актыўнай грамадзянскай пазіцыяй. У дні датэрміновага галасавання яна знаходзілася ў якасці назіральніка на выбарчым участку. Дарына разам з іншымі незалежнымі назіральнікамі зафіксавала шматлікія парушэнні і хацела падаць скаргу ў пракуратуру, але падаць скаргу не ўдалося. Вось што адбылося з Дарынай, мы сёння зараз проста з вами даведаемся непасрэдна ад нашай госці. Здравствуйте. Дарына, распавядзіце спачатку. Чаму вырашылі ўвогуле стаць назіральнікам? Ці, наколькі я разумею, вам 19 гадоў, и это ваши первые фактично выборы президентские? Да, это действительно мои первые президентские выборы, в которых я могу поучаствовать непосредственно. Как сказали, я студентка юридического факультета, и поэтому мне было очень интересно поучаствовать в избирательном процессе изнутри, посмотреть, как все это происходит. Поэтому я подумала, что быть наблюдателем — это очень хорошая возможность. Распавядзіце, як адбываўся працэс назірання? Мы ведаем ад шматлікіх назіральнікаў, што яны бачылі шматлікія парушэнні, ці вам атрымалася якія парушэнні убачыць, і што калі гэта так, то які... Так, і вось яшчэ ведаеце, таму што некаторыя назіральнікі, яны былі за межамі будынку, якіх праходзіла само галасаванне. А вам вось так пашчасціла пабыць, вось убачыць сваімі вачыма. Калі ласка, распавядзіце нам, як гэта адбывалася вось там. Ну, как все знают, во время этого избирательного процесса было ограниченное количество наблюдателей на участке, соответственно, мы были не на самом участке, на самом деле, там уже находились другие наблюдатели, нас туда не пустили. Поэтому мы были тоже за границами участка, иногда нас тоже выгоняли за пределы вообще школы, ну, участок находился в школе, за пределы территории, иногда мы были на крыльце. И то есть не всегда мы могли смотреть именно на сам участок и что там происходит. Но когда была такая возможность, мы, во-первых, самая главная для нас задача — это было посчитать явку. То есть мы считали, сколько людей приходит на участок, и потом сравнивали с тем, что написано в протоколе. И, наверное, самым важным нарушением было то, что эти цифры отличались очень сильно. То есть... Если по нашим данным, допустим, пришло 60 человек, в протоколе за этот день могли вывесить 180 или 240. Ну, как будет настроение, я так понимаю. Вот. Еще таким нарушением было это хранение урны. Что перабіў, ці непасрэдна на сам дзень гэтага вы звярталі ўвагу чальцоў камісіі на тое, што яўка завышаная? Они слышали, как мы разговаривали с независимыми наблюдателями из СНГ, и они знали, что мы собираемся подавать жалобу в прокуратуру. То есть они знали, что мы считаем, что у нас есть данные, что мы сравниваем. Ну, як они реагировали на это? Они спокойно улыбались, знали, что, видимо, мы не будем там присутствовать в день основного голосования. Ну, вось якія былі парушэнні ўвогуле? Пералічыце, калі ласка. Ну, во-первых, это шторки, конечно, точнее их отсутствие. Во-вторых, это явка, и еще одно такое явное нарушение – это хранение урны. То есть урна должна храниться в обед, например, в запечатанном помещении, сама урна должна быть запечатана. У нас же такого не было. То есть, например, даже на ночь урну оставляли с охранником в здании, потому что не было возможности опечатать. И кто знает, что там происходило. В школе постоянно горел свет, даже ночью. Поэтому это тоже, я считаю, такое нарушение. До речі, ведаеце, не ў адных вас гарэў свет па начах у школах. Таксама ведаю, што Еўрарадыё, корэспандэнты Еўрарадыё ездзілі ў некаторыя школы, і там таксама былі відавочцы, якія расказвалі, што так, гарыць свет, і што там адбываецца ў гэты час, невядома. Ні дырэктарка, ні нейкі там намеснік кіраўніка, ніхто не мог патлумачыць. Усе казалі, што ў нас усё добра, але гэта вельмі дзіўна, калі, некаторыя кажуць, до нас там ходзіць міліцыянер. Так які ж можа хадзіць міліцыянер на выбарчым участку, так, у начны час. Гэта вельмі дзіўна. Бачыце, такім чынам не толькі ў вас, гэта паўсюль такое было. Предполагала. Ну, вось, ведаеце,
Мяне таксама затрымлівалі, так, хоць я проста знаходзіўся недалёка ад месца падзей на Серабранцы, калі былі пратэсты. Гэта было 11 жніўня. Вось на вуліцах хапалі ўсіх, па меншай меры, да выбачэнняў ад міністра Мускараева. Нават журналістаў, якія займаюць як бы нейтральную пазіцыю. Вось тое, што адбываецца, ну, таму цяжка даць некае карэктнае выказванне, ну, акрамя як хапун. І вось, я так разумею, у вас таксама здарыўся хапун. Вось, раскажыце, калі ласка, пра само ваше выкраданне, такім чынам, як вас выкралі? Ну, сначала я хочу отметить, что у нас находилось 8 человек на участке, но мы были немножко в разных местах. То есть 3 из нас задержали за пределами участка, в том числе там был... Давайте я перебью. Да, А коли это было? Это было 9 Это было 8 числа, около 4-5 часов в этом периоде. Вот. 3 задержали за Это было пределами. под час дотерминового голоса. Да, да, это был вот последний день досрочного. Там задержали иностранного гражданина Польши вместе с его переводчицей. 2 задержали в буфете около школы, а я и еще 2 наблюдателя, мы были в холле школы. Там нам никто не препятствовал там находиться, никто с нами вообще не разговаривал. И к нам подбежала просто группа мужчин в штатском, не представилась. Схватил один из них меня за руку, сразу выхватил телефон из рук и потащил за собой. Конечно, никто не собирался нам объяснять, что происходит. Мы сами уже додумывались и понимали, что нас задерживают. На мои просьбы отпустить мою руку, и что я, в принципе, могу сама идти, и что мне больно, этот мужчина только сильнее ее сжал и потащил за собой. После чего нас завели в боковой коридор школы, сказали стать лицом к стене, руки за спину, вещи у нас изъяли, парней досмотрели, так как я девушка, меня не досматривали, и после чего нас через черный выход, вход, повели в бусик. Там я также отказывалась, правда, проходить в эту машину, так как просила предоставить мне служебное удостоверение. Несколько раз просила предоставить хоть какой-то документ, представиться. Но, конечно, мне ничего не предоставили, просто затолкали в этот микроавтобус, после чего нас доставили в Октябрьское РУВД. Скажыце, вось, калі ласка, а на якіх падставах вас затрымалі? Яны вам не казалі? Просто вось забрали и все? Статьи мы узнали только в РУВД по истечении некоторого времени. У сотрудников, точнее, у этих мужчин, неопознанных, так сказать, мы ничего узнать не смогли. Угу. А вось што казалі тыя, хто быў навокал? Там жа былі нейкія іншыя там супрацоўнікі, так, школы, ці тыя ж самыя там прадстаўнікі камісіі, так. Што яны, як яны рэагавалі на гэта? Ну, сразу надо отметить, что именно члены комиссии, точнее, председатель вызвал на нас ОМОН, поэтому они не могли ничего сказать. А вы упэўнены ў гэтым, што? Да. Чаму? Потому что заявление в милицию написал председатель комиссии. Это у нас есть документ. После чего председатель другой комиссии вызвал ОМОН на других наблюдателей. Это мы уже узнали после. Поэтому... Ну, добре, коли вже забігши наперед, що стало підставою для того, як керівник комісії викликав на вас міліцію? Вообще непонятно, потому что это был председатель другой, не нашей комиссии, мы с ним даже не общались ни разу. Мы ему просто, наверное, не понравились. Вот она вызвала нас ОМОН. Такім чынам чалавек зусім з іншага, з другога боку, ён нават не ведаючы вас, не ведаючы, што адбываецца, выклікаў АМАП, я так разумею, ці гэта былі нейкія супрацоўнікі ў штатскім, якія вас хапанулі. Да, так и было. А вы не спрабавалі размаўляць з гэтым, са старшынёй камісіі, якая на вас вызвала? После моя мама уже разговаривала с председателем именно моей комиссии. Она предоставила документ, в котором просто было написано, что я действительно наблюдатель и что никаких правонарушений мной не осуществлялось. А с председателем, который вызвал нас ОМОН, поговорить не удалось. Он даже, в суде его тоже не было. Добре, давайте тоді по порядку. Що було далі? Вас доставили куди? Нас доставили в Октябрьское РУВД. Там нас начали оформлять, на нас составили протоколы личного обыска, потом нас допросили, с наших слов все записали, после чего на нас стали заполнять протоколы, именно по административным правонарушениям. Именно тогда мы узнали, что мы делали, оказывается. На нас завели 2 правонарушения. Это 17.1 хулиганство. Дробная хулиганка. Да. И 23.4 неподчинение сотруднику милиции.
У нас у всех были абсолютно одинаковые протоколы. Абсолютно. Ну, калі з непадпарадкаваннем супрацоўніку міліцыі яшчэ можна здагадацца, Да. то што менавіта было дробная хуліганка, яны палічылі? Там было все очень интересно описано, именно то, что мы кричали, размахивали руками, требовали впустить, приставали к избирателям. А потом к нам подошел сотрудник милиции, попросил перестать, в ответ на что мы продолжали хулиганить, и нас задержали. А ці можа нейкія камеры стаялі каля школы? А того, кто задерживали на улице, Давайте ребят, удакладней. да, там Вы могли быть гэтага камеры. всяго не рабілі з таго, што Конечно, вы нет. Ну, Добра. Вот, такого не было. Мы сидели, к нам даже никто не подходил ни разу. Поэтому мы ни с кем не общались. а хто быў сведкам, хто распісваўся ў пратаколах, казаў, што вось вы гэта парушалі? Ну, свидетелями у нас было 3 свидетеля. Это 2 сотрудника ОМОН. Як звычайна. Да, и 3-й свидетель — это тот, кто вызвал на нас их, милицию, то есть. То бок увечары 8-го вы уже былі в Октябрьском РУС. І што было далей пасля таго, як склалі на вас гэтыя пратаколы? Ну, около 11-12 вечера нас повезли в ЦИП на Крестина, где мы провели... Прославлены. Да, адреса. уже печально известный, к сожалению. Там мы провели ночь. Потом, Дарэчы, да. вот в Акрэсце на той момант уже былі нейкія затрыманыя, не ведаю, можа, назіральнікі ці проста актывісты? Ну, потом к нам завели еще одну девушку. Она была задержана на проспекте, если я правильно помню, за звуковой сигнал. Вот. И, ну, кто там еще был, я не знаю, только наши парни тоже, наблюдатели были с нами. 7 человек. Еще не было так неяк заполнено. Да, еще тогда был достаточно тихий день, поэтому нас задержали заранее, можно сказать. Слухайце, Дарына, а вы ўвогуле паспелі прагаласаваць? Мы проголосовали, когда мы были в изоляторе. Нам дали проголосовать, так что да, я голосовала. Мое первое голосование прошло Як гэты працэс выглядаў у изоляторы? Но это уже было не на Окрестино, это уже было в Минском районе. Нас туда перевезли, и там нам разрешили пройти в кабинетик, там тайно проголосовать, поставить галочку. Вот. І парушэнне з вами. Ну, кабинки там не было, правда, шорки тоже, но там был коридорчик, никто не видел, так что, думаю, там все было хорошо. Карацей, наблюдальнік нам кажа, што у Русе можна добра прагаласаваць. Да, лучше, чем в школе. Таемна. Окей, добра. Вы провели ночь на Окрестино. Что было далей? Ну, вообще, это первая ночь на Окрестино, она запомнилась тем, что никогда больше не хотелось туда возвращаться, хотя, ну, 8 число был еще тихий день. А першая ноч на Окрестино, до гэтага у вас быў уже досвед перабывання ў нейкіх іншых изоляторах? Нет, это вообще был мой первый раз задержания. До этого мной вообще ничего не совершалось, к счастью. И такого опыта у меня не было. Это было очень познавательно, наверное, с какой-то стороны. Вот. Но, я же говорю, это первая ночь. Я сказала, что больше я туда не хочу попадать ни при каких условиях. Правда, нас туда потом еще раз завезли. Мне пришлось провести в итоге 2 ночи на Окрестино. А вторая уже запомнилась хуже намного. Она была намного страшнее, потому что это было в ночь с 11 на 12. Тогда уже было очень много людей там. Распавядзіце, суд, як гэта праходзіла і дзе гэта было? Суд был в суде Октябрьского района. Судом я это назвать, честно, не могу. Потому что... Это было уже понедельник, хіба 10-го? Это было 11 числа во вторник. Вот. Ровно 3 суток со времени задержания. Мной были к делу приобщены документы о том, что я наблюдатель, о том, что мной правонарушение не совершалось. Была приложена характеристика из университета, очень хорошая. Были какие-то мной комментарии даны, которые свидетельствовали о том, что ничего мной не совершалось. В итоге судья зачитала все эти материалы. Она потом пыталась вызвать свидетеля, который вызвал на нас ОМОН, но он не приехал, дал свои объяснения про то, что мы такие плохие. Кстати, можно отметить, что заявление в милицию у нас было написано уже после задержания, что тоже не соответствует никакой логике. Ну и судья огласила свое решение. Это 15 суток административного ареста, после чего нас обратно завезли в ЦИП. Вот так. 15 суток, насколько я веду, вы провели 3 суток. Всего я была арестована в течение 7 суток. 7 суток. 7 суток вам еще треба буде
отбыть тогда? Не-не-не, больше не надо будет ничего отбывать. Я вышла уже, как бы у меня было официальное предупреждение о том, что больше не хулиганьте, пожалуйста, иначе мы вас опять задержим. Вот. Ну, сейчас я свободный человек. І давайте повернемся до питання знаходження в Окресне. Ви тільки там були? Нет, я была в ЦИП на Окрестино, я была в ВВС Минского района, я была в Жодино. Де найбільш сприяльні умови? Везде, кроме ЦИПа. Везде было, в принципе, нормальное человеческое отношение, кроме ЦИПа на Окрестино. Що там було, розповідіть, будь ласка. Ну вот, Який час ви там були, в які дні? ну вот один раз я была там до суда, и второй раз был после суда. До суда, как я говорила, было все не так плохо, ну, относительно. Було не так шмат людей. Да, но мы были в камере. Во-первых, в камере стоял просто невыносимый запах. Там было невозможно, сами понимаете, туалет, немытые просто матрасы, подушки. Постельного белья, конечно, не было. На постели были только тараканы, с которыми приходилось делить спальное место. Ну и все. Еды там тоже не было, мы опоздали, нас привезли уже поздно. Спать не давали тоже, свет горел постоянно, гремели по двери. И я думала, это было страшно. Но второй раз, да. Последно с кем вы сидели? С наблюдателями. У нас... Сколько ваш человек? 7 человек? Нет, девушек было только 4. Вот, поэтому... Это были только ваши знакомые? Да, нам повезло. Вы не познакомились? Нет. Добро. Другий раз, это ночь за 11-12. Да, эта ночь запомнилась намного так хуже, можно сказать. Потому что просто когда меня привезли, даже еще во дворе я видела, что уже около забора стоят парни лицом к забору, и то, что там ходит ОМОН, дежурит. Потом меня завели на оформление. Я увидела, что везде валяются личные вещи, что ни у кого просто не составляли опись, как у меня, например, она была составлена, что телефоны просто лежат в коробках на столе, тоже неизвестно чьи, никак не помечали, чьи это вещи. Вот, после чего меня завели в камеру к девушкам. Нас там было уже около 30. Камера была тогда еще, по-моему, 6-местная. Но чуть попозже нас завели в 4-местную камеру, и нас там находилось 50 человек. Як вы там находились? То есть вам приходилось стоя там стоять? Как селедки в банке, серьезно, потому что места не хватало. Не хватало воздуха, что самое главное, и мы договаривались молчать, чтобы экономить воздух в камере, потому что окно было только чуть-чуть приоткрыто, и вот эта кормушка в двери, ее тоже приоткрывали, но когда выводили избивать парней, эту дверь закрывали, кормушку. А чуть позже вывели некоторых девушек, нас осталось 36 в этой камере, но все равно в 4-местной дышать было невозможно, надо было как-то ложиться спать. И я помню, что эту ночь я провела как бы под кроватью, под столом, что я лежала на металлической ножке стола, и ногами я не могла пошевелить, потому что я могла кого-то случайно ударить, потому что мы все вплотную лежали. Вот, и что было очень жарко, душно. Но самое страшное было, наверное, не это, а именно то, что у нас было приоткрыто окно, мы могли слышать то, что происходит во дворе ЦИПа, и мы могли слышать то, что происходит на коридорах ЦИПа. Парням пришлось, я даже не знаю, я не представляю, что там было, если честно. Мы почти ничего не видели. Великий спойлер, може. Ну. Вогуле, вас ці дівчат з вашої камери, вас збивали ці не? Ось. Нам только заламывали руки и немного по ногам пинали. Так не избивали. А кто пинал? Это были женщины, те мужчины? Это была женщина, надзиратель, не знаю. И она была То в есть маске? сопротивница. Да, это работница ЦИПа, она была, по-моему, без маски. Я думаю, ее все знают. Вы ее запомнили, Этвар? Особо нет. Мы не могли повернуться, как только какое-то малейшее движение. Это была мгновенная реакция. Тобто вона як збивала? То есть дубинка у її була, ці просто не... Нет, она просто била немножко по ногам своей же ногой, чтобы расставляли ноги, руки заламывала, чтобы за спиной держали, потом на лестницу выпихивала всех. Таким чином у вас не было никаких подстав, как вас сбивали, так? И она это робила просто как бы, Просто. Она постоянно орала на всех, оскорбляла, не знаю, ей, наверное, это приносит удовольствие какое-то. Но она избивала потом парней, насколько мы уже потом услышали, что вот... Я запомнила 2 работников из ЦИПа больше всего, это которые приносили всем физические увечья. Вот нам это были не супрацовники АМАПа. Ці супрацовники АМАПа Если честно, непонятно, они были просто в черных майках и в штанах. Было непонятно.
Добре, з вами зрозуміло. Що робили з хлопцями? Ось як я розумію з вашого розказу, ну так само чув, що збивали і на вулиці, і у дворі, і ніде непосредственно в коридорі. Ну, парни, я так понимаю, находились примерно в таких же условиях. Было много людей в камере. Они просто выводили их на коридор, и там уже избивали. Почему-то спрашивали, у кого есть татуировки, у кого уже есть судимость. Я так понимаю, их потом снимали на камеру, чтобы показать, что в ЦИПе сидят одни уголовники. А ночью, всю ночь парней выводили во двор, и были слышны вопли. Всю ночь парни орали, кричали, было слышно, как их бьют. И это было очень сложно слышать, честно. Як їх збивали? Тобто это дубинки уживали? Ну, Просто... я не знаю, мы не видели, мы только слышали, потому что мы были на 2-м этаже, и мы не могли выглянуть в окно, оно, не видно ничего из него. Вот, и мы только слышали, и потом могли только спросить у парней, а что с вами было, как они уже сами говорили, там и дубинки, и ноги, и руки, всем угодно. На 3-м этаже, где сидели тоже девушки, там парней выводили на коридор, и их били по почкам, потому что весь коридор потом был в крови с мочой. Угу. Это было очень страшно. Як довго могли збивати? Ось ці крики, наприклад? Всю ночь было. Чоловіка, менавіта конкретного чоловіка, ось там могли чуть крики, як його всю ночь збивають конкретного чоловіка. Разные люди. Они выводили, так понимаю, группами парней, ставили их просто на улице и там уже избивали. І не зрозуміло, кілька людей це робило. Я запомнила только одного человека, который этим занимался. Тоже известный уже, я думаю. Ну, добра, Дарына, адкажыце, калі ласка. Вось я ведаю, што маці не магла вас знайсці вельмі доўгі час. Ні на Крэсціна, ні ў Жодзіна. Скажыце, як так магло атрымацца? Во-первых, я смогла позвонить своей маме только из РУВД. Когда меня задерживали, я сказала, что меня задержали, что я в РУВД, и что я не знаю, что будет дальше. Скорее всего, меня сейчас повезут в ЦИП, и ищи меня там, а суд будет в понедельник, как мне сказали. Великое докладення. Ваша мать ввогуле ведала, что вы там назиральница на Да. Як но она до этого ставилась? она вообще не волновалась за меня, она сказала, что я молодец, семья меня вообще поддерживает в этом плане. Но они не думали, что со мной может что-то случиться на участке, потому что в школе, где я училась в этой школе 11 лет, поэтому никто не ожидал такого. И встретились мы с моими родителями только в суде во вторник, потому что они с понедельника дежурили там, они не знали, когда меня привезут, они просто ждали. И во вторник я встретилась и с папой, и с мамой. Когда меня увезли из суда, они опять-таки не могли меня найти, они звонили и в ЦИП, и в Жодино, и вообще во все учреждения, которые есть в этой стране, и нигде не могли точно сказать, где я нахожусь, потому что было очень много людей, и не могли составить списки. И они узнали о том, что я в Жодино, только когда я позвонила им 14 числа, когда меня выпустили. Я так разумею, што ўжо па выхадзе з Жодзіна вас сустракала і маці, і гэта былі валанцёры, так? Ну, вось раскажыце, калі ласка, як вас сустракалі, што там? Нас выпустили 14 числа вечером. Когда мы вышли, был такой лагерь волонтеров, можно сказать. Все предлагали свою помощь. Это было просто безумно приятно видеть, потому что мы такие... лично я вышла, голова кругом, пока ничего не понятно, что происходит, и новостей никаких не знаешь за эти дни. И я как только вышла, сразу делают список, кто вышел, потом мне дали позвонить, зашнуровали мне один кроссовок, сразу предлагают еду, кофе, чай. На Крэсціна і ось тых местах, где вы сидели, там была магчымасць поесть, вас кормили? В ЦИПе как-то не особо старались кормить, могли кинуть буханку хлеба, и на это, в принципе, достаточно. Буханку хлеба на всю камеру? Не, могли кинуть несколько буханок. Какой камере, как повезло. Без воды? Вода была только в кране. Насколько она чистая, я не знаю, но когда было жарко, и мы столько сидели, мы ее пили, потому что у нас не было выбора. Вось ведаеце, калі пасадзілі за краты Сергея Ціхановскага, так, блогера і былога кандыдата ў прэзідэнты, прэтэндэнтаў, так, выбачаюся. Ён за некалькі тыдняў схуднеў вельмі. Я нават не магу уявіць, што бы здарылася з такой дзяўчынай, як Дарына, за такі перыяд. Добра, яшчэ адкажыце, калі ласка, вось суд адмовіў вам нейкія дакументы, якія вось былі, нейкія пратаколы, так? Ён адмовіў вам іх даваць? Ці ж такі яны ў вас ёсць?
Нет, мне удалось получить копию постановления суда и ознакомиться с материалами дела. А у меня просто нет копий протоколов о правонарушениях своих, потому что они остались в РУВД. Когда на нас составляли эти протоколы, мне выдали копии, но когда нас увозили в ЦИП, мои копии остались там. Поэтому сейчас я их никак уже получить не могу, и у меня могут быть только фотографии. Мгм. Вот, а каких-то справок о освобождении, каких-то вот предупреждений, которые мы подписывали, этого ничего у меня нет. Скажите, ці будете вы подавать скаргу у суд? Ці будете вы змагаться Да, за свои права? конечно. Сейчас я считаю самое важное это, во-первых, огласка всех историй, которые были, а также то, что все будут добиваться законности. Это и обжалование постановлений. Я уже подала жалобу на постановление суда в Минский городской суд, и сейчас жду какого-то ответа от него, назначения тоже какого-то процесса, чтобы дальше. Также жалобы на действия сотрудников органов внутренних дел подавать. Яшчэ скажыце, вось ці звярталіся вы ўжо ў нейкія міжнародныя праваабарончыя арганізацыі? Таму што я бачу ваш ліст, які мне даслалі на пошту, і там складзена прамова на ангельскай мове. Я так разумею, што гэта ўжо некаму яно будзе ісці за мяжу. Гэта Да, прамова. эта статья, мы писали ее на английском языке и рассылали куда можно, в том числе в правозащитные организации. Мы пока не получили от них ответа, вот. Но мы обращаемся куда можно, куда только можем обратиться и связаться. Мгм. Вот. Зарына, вы сказали, что вы студэнтка, ці ўжо пасля гэтай гісторыі ці былі нейкія ўжо званочки з вашего месца навучання установы вашей? Пока неизвестно, что будет с моей учебной деятельностью, скажем так, потому что все видели, наверное, обращение ректора, но это не значит, что никаких санкций не последует, потому что на данный момент у университета нет официальной позиции, как относиться к тем, у кого есть правонарушения, будут ли какие-то документы в ВУЗе. Ну, я ожидаю каких-то санкций, я понимаю, что, возможно, они будут, и неизвестно, буду ли я студенткой в дальнейшем. Я не знаю. А позицию ректора нагадайте, что там менавіта? Ректор, я записывал свое обращение в то время, когда я была в изоляции, о том, что ни сотрудникам и студентам не будет никаких санкций за участие в мирных митингах. Но я вообще не участвовала в митингах, я не успела. Я была 8 числа, я бы даже если хотела, я бы не попала. Таким чынам не падпадаеце под гэта, і вас можна... Да, поэтому непонятно, куда я отношусь и будут ли какие-то санкции. Ну, вось ведаеце, не так даўно я бачыў інтэрв'ю з адным супрацоўнікам, былым супрацоўнікам МАМАПа. Вось, і ён сказаў то, што вот тое, што адбываецца зараз, гэта дзіка і недапушчальна. Ён распавядаў, што вось дзеянні МАПа ў першую чаргу павінны быць накіраваны супраць бандытызму, там супраць вандалаў ці яшчэ кагосьці там, да. Нават от па словах гэтага чалавека, яго былы камандзір, ён нават не зважаючы на загад зверху, ён казаў падначаленым ні ў якім разе не выконваць такія вось загады, каб хапаць мірных пратэстуючых, якія там пляскаюць у далоні, напрыклад, так. Вось. Ну, але ёсць і іншыя супрацоўнікі, так, якія не бачаць розніцы паміж хісткай назіральніцай ці нейкім бандытам. Ось як вы лічыце, Дарына, ці можна дараваць гэтым людзям? Можа, ёсць надзея, што ўсё ж такі сілавікі зразумеюць, што ёсць загады, якія, вось, ну, на мой погляд, яны разыходзяцца з нармальным прадстаўленнем аб падтрыманні правапарадку. Ці можна? Если честно, сейчас вообще немного страшно смотреть на то, что происходит в обществе. Конечно, сотрудники бывают разные. На своем опыте вот за этот период я увидела абсолютно разных людей. Тех, кто нас задерживал, например, им было сложно вообще что-то объяснить. Они применяли физическую силу без оснований вообще на это. Поэтому встречались и сотрудники, которые относились с пониманием, которые пытались чем-то помочь. Поэтому тут как-то, наверное, сложно сказать однозначно. Я вообще... Мне очень грустно, наверное, смотреть на то, что сейчас в обществе происходит такой сильный раскол, и сотрудники, граждане, и всех сотрудников обвиняют в всем подряд, и то, что на граждан... В общем, такое разделение в обществе, я говорю, очень грустно. Но я думаю, что те, кто никогда не выполнял преступных приказов со стороны власти, что если они ничего не делали, то за что их не в чым абвіняць. І вось ведаеце, мне здаецца, што ўсё ж такі павінна быць персанальная адказнасць, на мой погляд.
Таму вы правильно сказали, што нельга ўсіх пад адно да. пад это раўняць так. Трэба, каб кожны нёс адказнасць за свае дзеянні, каб у кожнага супрацоўніка, каб у яго былі нейкія там прызнакі таго, што ён супрацоўнік, так, каб гэта не быў нейкі грамадзянскі чалавек у масцы, каб потым можна было прыйсці і сказаць: вось вы там мяне гвалтавалі, там вы там нешта рабілі, так, а вось людзі ў масках, людзі без нейкіх там знакаў адрозненняў, ну яны, мне здаецца, гэта не зусім тыя супрацоўнікі, якія павінны быць. Да, ну, например, те же сотрудники ЦИПа, которые избивают людей. Я думаю, что их уже не простят, то, что они должны по закону ответить за свои действия, привлечены к ответственности. Вот и все. Ну, ось міністр внутрішніх справ Караєв ось поспробував вибачитися, сказав, що ну, некоторих випадково затримали, ось, і пізніше сказав, що ну, перед ними несем відказності, нібито вибачився. Ось у вас такі вибачення Караєва сутішають чи ні? Нет, если честно, нет, потому что я все-таки неделю провела арестованной за то, ни за что, по сути. Потому что вот. И в ЦИПе, например, в этой камере 50 человек, можно сказать, что большинство было задержано действительно случайно. Многие даже не знали, например, кто такая Тихановская, там, что происходит, какие выборы. Типа, я шел в магазин, почему меня задержали? Там, кого-то с велосипеда сбросили, кого-то там с собакой гулял тоже. Случайно задержанные. Добре, ну ось після підсумовуючи все те, що з вами відбулося, ось ці варто ось було ось ісці назиральниця, коли б ви ведали, що ось які будуть ну, последствия всього этого, повторили бы весь этот шлях бы? Думаю, да, все равно бы повторила, потому что я все равно поучаствовала в избирательном процессе, даже если с такими последствиями. Я все равно видела, как это все происходит, видела, какие нарушения бывают, что бывает за то, что ты рассказываешь правду. Как бы не хотелось бы, конечно, быть задержанной за это, но это уже произошло. Ну, вось, Дарына, глядзіце, вось ваша вось такая актыўная грамадзянская пазіцыя, так, гэта можа ўсё-такі такі малады ўзрост, гэта можа максімалізм. Ці ўсё ж такі вы ўпэўнены, што гэта вось прага да справядлівасці, да нейкага, да каб усё было так, як трэба. Можа, яно будзе з вами на ўсё жыццё, гэта вось прага? Думаю, что это со мной на всю жизнь, потому что ну, я полностью осознаю ситуацию, несмотря на то, что некоторые пытаются мне доказать, что я иду по чьей-то указкой. Сотрудники часто пытаются мне доказать, что мне заплатили за то, что я была наблюдателем. Вот. Но на самом деле все свои действия делаю абсолютно осознанно. Я понимаю, что происходит, и понимаю, что если у меня есть права, например, прописанные в той же Конституции, главном законе этой страны, то почему мне надо за них бороться и добиваться? Вот непонятно как, почему у меня их нет, почему мне надо бороться за них. Я понимаю, что законности тоже надо добиваться, и что я буду работать в этом направлении, что я буду добиваться законности, если это необходимо. Добре, коли ви вже сказали, що там громадське життя з вами на все життя. Да. Давайте про ближайшее будущее. Чим збираєтеся займатися? Ну, вибори пройшли, ви були назиральниці. Що далі? Може, там волонтерством яким займаєтеся, ці, може, правооборончою діяльністю? Раз ви самі стикнулися з таким ну, непосередним порушенням своїх особистих прав чоловіка, і були назиральницею того, як порушаються права інших людей. Сейчас, мне кажется, ситуация меняется в стране каждый день, и я боюсь делать какие-то планы, потому что неизвестно, что будет. Я надеюсь все-таки, что я смогу продолжить свое обучение, во-первых, а потом уже заниматься карьерой, скажем так. В каком ключе карьера пойдет, я тоже не знаю, но пока я именно в своем деле добиваю законности, обжалую постановление и вот придаю огласке ситуацию, добиваюсь именно правды в своем отношении, в отношении тех, кто также пострадал здесь. Вот, поэтому... Ну, вось калі вас зараз попросяць вот, прывезці на акрэсце на некую там коўдру, ці воду, ці ежу, вы прывязеце? Да. Безумоўно, Да, так? да. Тому што самі былі там готова і помогать. ведаеце. Да. Вам ще не поступало ніяких пропонов там, долучитися до волонтерського руху? Не, Ці ви пока. поки лише відпочиваєте? Пока нет, но я пока сама не изъявила инициативы, скажем так, потому что действительно очень много с документами этой волокиты, но
как смогу, я буду помогать. І яшчэ вось, Дарына, такое пытаннячка. На юрфаку БДУ ці шмат тых, хто падтрымлівае такі рух, які падтрымліваеце вы? Ну, среди даже моих друзей и знакомых многие готовы помогать. У нас организовано даже такое движение, как «Допоможники БДУ», где мы следим за тем, кто задержан, и потом помогаем задержанным. Но, то есть это мониторинг, это помощь правовая, психологическая, юридическое оказание. То есть в самом БГУ тоже создано такое движение. Добре, нам, на жаль, час скончваць наш эфір. Нагадаю, што ў нас в гасцях была Дарына Рэут, студэнтка з актыўнай грамадзянскай пазіцыі, якая была назіральніцай на гэтых выбарах, і пасля чаго стала назіральніцай парушэння правоў чалавека у ізалятары Акрэсці, на іншых ізалятарах Беларусі. Дарына, дзякуй, што прыйшла да нас. Нагадаю, што для вас працаваў Міхась Ільін, дапамагаў мне сёння Роман Годун, наш калега з нашай сяброўскай рэдакцыі газеты «Беларусы рынак». Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё, мы будзем для вас працаваць далей. Шчырая дзякуй.